Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Внимание, коррупция. Обыски прошли в доме бывшего замминистра сельского хозяйства Якутии. Его подозревают в получении взятки. Жатайская судоверфь. Начало. В республике идет работа над модернизацией судостроительного завода. Что даст Якутии этот проект? Арктика в приоритете. В Якутске сегодня обсудили стратегию развития арктической зоны Российской Федерации до 2035 года. Какой будет новая стратегия? Слет юноармейцев в Якутии. Яркое мероприятие проходит на базе Якутской кадетской школы-интерната. Как дела в Южной Якутии? Обзор новостей Нерынгринского района в конце выпуска. Полицейские провели обыски в доме бывшего замминистра сельского хозяйства республики. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. По данным, в 2017 году руководитель, являясь на тот момент заместителем министра сельского хозяйства, получил взятку от одного из предпринимателей в виде строительства для него частного дома стоимостью в 500 000 рублей в черте Якутска, взамен гарантировав тому положительные решения при заключении контрактов на поставку строительных материалов для нужд сельского хозяйства региона. Против бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. По данным регионального МВД, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Материалы обыска направлены в Следственный комитет по республике. Вертолет Ми-8 полярных авиалиний вылетел на поиски пропавшего в Емиконском районе воздушного судна «Еврокоптер». Экипаж с группой спасателей отбыл из аэропорта Якутск. Вылет выполняется по заявке Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Ранее наш телеканал сообщал, что вертолет авиакомпании уже был задействован в поисково-спасательных работах с 18 по 20 сентября. Однако те поиски пропавшего Еврокоптера оказались безрезультатными. В Якутске сегодня обсудили стратегию развития арктической зоны Российской Федерации до 2035 года. Новый документ разрабатывает Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с проектным офисом развития Арктики. Он должен быть готов до конца 2019 года. Сегодня специалисты этих ведомств приехали в Якутск и в рамках Северного форума провели стратегическую сессию по обсуждению этого важного документа. Какой будет новая стратегия и на что прежде всего она будет нацелена? Сюжет нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Новая стратегия должна определить будущее Арктики на 15 лет вперед. Именно поэтому она должна создаваться не в московских кабинетах, а привлечь регионы, муниципалитеты, гражданское общество и широкий круг экспертов. Идея сама у ПАРы, сокращенно они называются ПАРА, и Минвостока, конечно, развития, они хотели бы обсудить это с населением, как развивать отдельные территории в каждом регионе. И ПАРА сейчас устраивает дискуссионные клубы по всем регионам арктической зоны России для того, чтобы понять, что, какие проблемы существуют. Важной составляющей нового документа станет региональная часть. Сегодня все арктические регионы страны готовят свои предложения по улучшению качества жизни на Арктике. Кстати, именно этот аспект станет основополагающий в создании нового документа. В первую очередь это предложения, связанные, еще раз говорю, с улучшением качества жизни людей. Мы считаем, что экономические меры поддержки бизнеса, которые сегодня предлагаются по арктической зоне, они очень объемные, большие, можно сказать, даже может чересчур большие. Так. Вместе с тем особый упор с самого начала нужно делать именно на тех людей, которые сегодня уже там живут, которые сотнями лет сохраняют свою традиционную культуру, традиционный быт, занимаются оленеводством, рыболовством, охотой. Тех людей, которые сегодня работают в промышленности. Какие предложения внесет республика для улучшения качества жизни в первую очередь 13 арктических районов Якутии? Сегодня главы арктических улусов внесли свои предложения, которые касались широкого круга вопросов. Среди них развитие рыболовства и появление цехов по глубокой переработке рыбы, развитие цифровизации, улучшение качества интернет-связи
связи и телемедицины. Есть задача сделать научный исследовательский центр в Булунском районе. Я со своим предложением вышел, что республика у нас многоликая, и у нас есть отдельные рельефы местности, отдельные погоды, поэтому вся республика должна вырабатывать предложения, что мы хотим там от промышленности, от производителей, и потом эту продукцию испытывать, использовать именно в условиях Арктики. Депутаты якутского парламента предлагают включить в проект стратегии отдельный раздел, касающийся проблем коренных малочисленных народов Севера. Упор должен быть сделан на хозяйствование, защиту экологии и их территорий. Конечно же, вопросы природопользования, охоты, оленеводства, рыболовства. Те правила, которые сегодня приняты и действуют, они не дают развиваться традиционным видам хозяйства, наоборот, мешают. За последние 10 лет численность населения Арктики уменьшилась в 7-10 раз. Именно поэтому новая стратегия должна улучшить качество их жизни. Должны быть созданы новые рабочие места, построены социальные объекты. По словам экспертов, эффект от реализуемых мероприятий стратегии развития должен начать ощущаться уже через 3 года. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Павел Пахомов, Якутск. До прямой линии с Айсеном Николаевым остался один день. Начало трансляции 26 сентября в 19:00 по якутскому времени. Прямой эфир пройдет на телеканалах Якутия-24, НВК Саха, Россия-24, Радио Саха, Радио России, а также в 5 социальных сетях главы региона. Задать вопрос Айсену Николаеву можно будет во время прямого эфира, позвонив в студию по многоканальному телефону. Глава республики ответит на интересующие якутян вопросы, обсудит актуальные для республики темы по оперативным и проблемным вопросам и выскажет свое мнение по стратегическим направлениям развития республики. В Якутии установили сроки окончания навигации некоммерческих маломерных судов. С 5 октября завершится период в Мирнинском и Нерюнгринском районах, а с 10 октября в Алданском и Ленском, а также в городе Якутске и в поселке Жатай. Тем временем в республике идет работа над модернизацией Жатайского судоремонтно-судостроительного завода. На верфи планируется строить современные речные суда в соответствии с международными стандартами. О том, что даст республике создание Жатайской судоверфи и на какой стадии сейчас находится этот проект. Подробный обзор темы подготовила Ольга Башук. 26 апреля этого года началось строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи. Проект начал реализовываться благодаря поддержке Владимира Путина и правительства России. Это единственный промышленный проект из Якутии, включенный в государственную программу «Социально-экономическое развитие арктической зоны Российской Федерации» на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Отмечу, что стоимость проекта составляет почти 5,5 миллиардов рублей. Из них 4 миллиарда 200 миллионов рублей выделено из федерального бюджета, 750 миллионов рублей из республиканского, а оставшаяся часть будет привлечена из других внебюджетных источников финансирования. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2021 году. Создание Жатайской судоверфи предусматривает ежегодное строительство до 10 речных судов различных типов и назначений, модернизацию 6 судов, утилизацию 2 списанных судов, а также ремонт и межнавигационное обслуживание. С учетом производственной мощности судоверфи до 2036 года планируется построить 130 единиц речных судов. Отмечу также, что проект сделает якутскую агломерацию центром судостроительства бассейна реки Лены и других рек, впадающих в Северный Ледовитый океан. Кроме этого, судоверфь откроет для Якутии новые рабочие места. Порядка 700 человек будут работать на судостроительном заводе. Владимир Мякишев отметил, что уже сейчас ведется целенаправленная работа по подбору кадров. Мы готовы работать над вопросом об обеспечении целевых мест для выпускников школ с той целью, что к началу строительства судов выпускники преимущественно поселка Жатай, имея диплом по специализациям, так или иначе касающимся вопросов судостроения, могли бы трудоустроиться в новую судоверфь. Судостроитель – профессия достаточно интересная, но очень сложная. Поэтому мы пристально будем смотреть на квалификационные качества как целевиков, так и вновь принимаемых на работу. И в заключение отмечу, что в начале сентября первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников провел выездное совещание на стройплощадке Жатайской судоверфи. Главный инженер пароходства Виктор Шадрин сообщил, что работы нулевого цикла ведутся в плановом режиме. Произведена выемка грунта, ведется установка свай. В ближайшее время на стройплощадке будут установлены трансформаторные подстанции. Уточнили и то, что нарушений от графика нет, и вся необходимая техника, которая требуется для выполнения работ, выделяется своевременно.
В многоквартирном доме по Петровского, 38 в столице в ряде квартир все еще не дали тепло. Жители справедливо недовольны. В чем проблема, разбиралась Сусанна Рожина. В подъездах этого дома не то что тепло, а даже жарко. А в квартирах тепло не везде. У половины дома нет проблем с отоплением, а жильцы другой половины дома вынуждены тратить деньги и нервы на обогреватели и разборки с управляющей компанией. Тепло нам в квартиры полдома дают не раньше 15 октября. И начинается, вот когда отопительный сезон, если сливают отопление, да, ну на полчаса хватает. Как выяснилось, проблемы этого дома начались с самого ввода из-за особенностей разводки системы отопления. Давления не хватает, поэтому не идут дома. Давления не хватает, перепада не хватает, поэтому мы развоздушиваем, они остывают. Мы развоздушиваем, они остывают. Пока давление хорошее нам ТЭЦ не даст, они так и будем мучиться. Все органы заявления, пусть они что-нибудь придумывают. Диспетчер-то вам что скажет? Хорошо. Диспетчер только может заявку принять и все. А головой думает начальство. Жильцы уже порядком устали от этих ежегодных проблем с отоплением по осени. Уже на протяжении нескольких лет проблема никак не решается. Ни управой, ни управляющей компанией, ни застройщиком. Вот пишет 186-я квартира. Мы не живем, у нас очень холодно, 17 градусов. У нас батареи ледяные, огромное окно и даже то, что сторона солнечная. И днем такие же, да. Да, дома холодно. Поэтому вынуждены были уехать с ребенком на дачу. Дочь заболела. В 223-м женщина специально прилетела, чтобы развоздушивать. Она купила квартиру и здесь не живет. Они все равно к ней не ходят. Она тоже заболела. Ложится в больницу. И вот так вот каждый год. Все в курсе, все активная переписка с округом. Но несмотря на эту активную переписку с округом, общение с управляющей компанией, проблема с частичным теплом в квартирах не решается из года в год. А люди продолжают исправно оплачивать ежемесячно квартплату, и никто им не делает перерасчет за их неудобства. Сусанна Рожина, Илья Сыромятников, Якутск. В Ленском районе продолжается программа по выплате денег молодым специалистам, которые выразили желание работать в муниципалитете. Так называемые подъемные начали выплачивать в 2016 году. Ранее сумма в размере 150 тысяч рублей выплачивалась только привлеченным специалистам. Местные же кадры, то есть выпускники-ленчане, закончившие школы и после получения высшего образования, пожелавшие вернуться на работу в район, получали вдвое меньше. Однако с 2017 года порядок выплат был изменен, и местных и приезжих граждан уравняли в праве на получение таких денежных выплат. Сегодня у нас все специалисты, которые приезжают к нам в Ленский район, получают вот сумму именно 150 тысяч рублей. У нас в этом году, наверное, такое беспрецедентное количество получателей. То есть если у нас было примерно 14, 15, 17 в течение 3 прежних лет, то в этом году, в 2019, у нас получило 29 человек. Если говорить по максимуму по отраслям, то это, конечно, преобладают здравоохранение и образование. Чуть меньше спорт и там культура тоже у нас есть при получении подъемных. Жители Мирного жалуются на общественный транспорт. Горожане говорят, что автобусы не ходят по заявленному расписанию и ждать приходится порой по часу, иногда и больше. Репортаж Марферины Алексеевой. Организацией перевоза горожан занимается муниципальное пассажирское предприятие, автопарк которого, мягко говоря, изрядно изношен. Как рассказывают горожане, они не помнят, чтобы автобус приходилось ждать меньше часа, вместо положенных 15 минут. На 4 я жду полчаса, а и на единицу вот тоже еще ни один автобус не прошел. И вот я думаю, сейчас вызывать такси или нет, а туда доехать мне надо 150-200 рублей. Зимой не лучше, еще хуже. И вот спросите маленьких детей и так дальше, они с школы ждут больше полчаса, а то и час. По выходным вообще по часу на остановке сидим, ждем, когда автобус придет. Ну там 1-2 автобуса пустят и все, а остальное время сидим.
Городские власти о проблеме знают. На последней районной сессии депутатов было принято решение выделить администрации города 7 миллионов рублей на приобретение 2 новых маршрутных автобусов. И мы надеемся уже в этом году успеть заключить муниципальный контракт и уже по зимнику в декабре месяце сюда пригнать уже 2 новых автобуса. Также уже в октябре этого года в городе появится первая теплая остановка. До января следующего года планируется установить 3 торгово-остановочных павильона. На остановках 40 лет октября, городская библиотека и 3 богатыря. Сейчас определяются еще дополнительные места, уже удаленные от центра города. Это и Верхний поселок, и Заречный, и шоссе 50 лет октября, и район обогатительной фабрики номер 3, где мы тоже планируем привлечь субъекты малого и среднего предпринимательства для размещения таких торговых павильонов с автобусными теплыми остановками. А этот следующий аукцион мы будем проводить уже в ноябре текущего года. К 2021 году администрация города планирует уйти от деятельности муниципального предприятия и производить перевозку населения через маршрутное такси по нерегулируемым тарифам. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Осень – традиционная пора пополнения алданского приюта для собак. О работе местного пункта передержки в сюжете Татьяны Вахниной. Озорного непоседу сотрудники алданского приюта для бездомных собак «Надежда» называют малышом. Песик очень любит гулять. Правда, на поводке удовольствие не то. Малыш предпочел бы самостоятельную пробежку. Не отказались бы размяться и его товарищи. А в приюте в настоящее время находятся 1,5 десятка бездомных собак. В этом году собак очень много поредилось в плане того, что их стало меньше. Если у нас раньше был карантин занят и 2 ряда, то сейчас у нас 1 ряд остался, потому что люди приходят и забирают практически в день, бывает 5 даже собак забирают, и больших, и маленьких. То есть у нас больших уже мало осталось. 15 бездомных собак для приюта немного. Пункт передержки рассчитан на 50 четвероногих. Порой число нуждающихся в помощи бродяжек доходило до 100. Осень для Надежды – пора пополнения. Подрастают щенки, появившиеся на свет весной, становятся ненужными четвероногие охранники по завершении сезона дач и строительства. В городских квартирах они просто не нужны. Как люди оставляли своих собак на участках, на Тамараке, так они и оставляют, продолжают оставлять. Также выезжаем, забираем. В этом году 9-11 собак, наверное, поступили к нам с Тамараком. В основном животных, которые мы уже неоднократно встречали у себя в приюте. Сравнительно малое количество содержащихся в приюте собак объясняется возросшей активностью алданцев. Именно в Надежду за четвероногими друзьями приходит все больше жителей. У нас собак забирают ежедневно. В основном сейчас щенков берут, очень много забрали на прошлой неделе. И в основном мужчины забирают к себе на участки, именно на охрану в лес. По наблюдениям сотрудников «Надежды», не человек выбирает животное, а животное – человека. И собака с недоверием и даже враждебностью, относящаяся к незнакомцам, с одного взгляда узнает своего хозяина и доверится только ему. Поступил пес в августе месяце, очень большой, почти наполовину кавказец, он был очень агрессивный, мы его 3 дня не могли с ним подружиться, он никого не подпускал, мы не могли убраться в клетке, покормить его. И приехал хозяин, говорит, новый хозяин, соответственно, увидел пса, говорит, все, я его забираю. И пес, видимо, понял, что это и тоже его хозяин, они друг другу понравились, и он сам пошел в машину, сел и уехали. Частые гости в приюте – волонтеры. Добровольцы приходят в «Надежду», чтобы помочь сотрудникам с выгулом и кормлением, а также проводят большую работу по поиску хозяев жучкам и шарикам. Сотрудники пункта передержки, где содержатся отловленные бродяги, призывают земляков помнить, жестокость и равнодушие по отношению к братьям меньшим оборачиваются угрозой жизни и здоровью. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Сейчас короткая пауза. Вернемся через полминуты. Оставайтесь с нами и смотрите далее. Слет юноармейцев. Яркое мероприятие организовали на базе Якутской кадетской школы-интерната. Как дела в Южной Якутии? Обзор новостей Нерюнгринского района в конце выпуска. Свет над Арктикой. Под таким названием 27 сентября состоится большое театрализованное представление, как идут репетиции. Якутия-24 – это программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск.
Консорциум «Туймада» победил в конкурсе на создание концепции площади Ленина в Якутске. Заседание жюри прошло под председательством главы республики Айсена Николаева в историческом парке «Россия. Моя история». Финал прошел в открытом формате с присутствием экспертов, архитекторов, студентов Инженерно-технического института СВФУ и представителей СМИ. Проекты победителя, в том числе те, которые будут реализованы на территории Якутии в ближайшие годы, будут выставлены в Музее «Россия. Моя история» до этой пятницы. Прежде всего, захотелось именно подчеркнуть значимость столицы Якутии как таковой, и, собственно, центральной площади как таковой, потому что это место, незаметное место на нашей планете. Хотелось бы дать определенный сигнал или посыл всему миру о том, что есть такая культура, есть такая площадь, есть такое место. Поэтому возникла мысль о том, что площадь, во-первых, площадь должна быть сохранить именно тот торжественно-праздничный официальный характер, потому что это центр города, рядом правительственное сооружение, но при этом она должна быть дружелюбной, толерантной, открытой, безбарьерной. Она должна хорошо быть социализирована. На базе Якутской кадетской школы-интерната проходит слет юноармейцев в Якутии. В этом году мероприятие приурочено 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и году консолидации в республике. Все подробности у Юрия Осипова. Александр уже третий раз участвует на этих соревнованиях, но этот год для него особенный. В этот раз он впервые выступает в качестве командира своей команды. Готовились мы, так сказать, быстро очень. Времени оставалось мало. Быстро собирались, отрабатывали, готовили. Сюда приехали, тоже отрабатывали. Сдружились сильно тоже. Прям боялся, а вышел, все нормально. Рассказал, прокомандовал, они сделали. Мы, наверное, победим. Военное дело не женская профессия, но девушки в рядах юнармии не редкость. Они наравне с парнями справляются со всеми сложностями этих соревнований. Я решила вступить в ряды юнармии, потому что я хочу быть патриотом своей страны, развивать свои патриотические качества, в будущем защищать свою страну и узнавать ее историю, ведь без прошлого нет настоящего и тем более будущего. Эти соревнования очень серьезные, все очень хорошо подготовлено, очень много участников и команд, все команды очень сильные. На слете участвуют около 200 юнармейцев из 14 районов Якутии. Для них это очень серьезное испытание, потому и подготовку они прошли основательную. На протяжении нескольких дней участники слета продемонстрируют свою строевую подготовку, умение метать ножи, стрелять, выявят лучшего в гиревом спорте, преодолеют полосу препятствий и пройдут силовое тестирование. Выступаем, ребятам очень нравится, горды тем, что их выбрали для выступления и готовились последний, особенно месяц, практически каждый день. Прорабатывали все, каждую запятую, каждый бросок ножа, подъем гири, все прорабатывали. Каждый хочет быть лучшим, выступить, то есть доказать то, что они достойны памяти предков, что все-таки честь называться юноармейцем. История этих соревнований уходит корнями в 2014 год. Тогда это был слет военно-патриотических организаций. В 2016-м он начал проходить под эгидой юнармии. Для подрастающего поколения значение данных игр – это, во-первых, совершенствование форм патриотического воспитания, работы, это изучение истории России и республики и пропаганда здорового образа жизни. В целом, военно-патриотическое воспитание под эгидой юнармии – это единая консолидирующая площадка по всей России. Поэтому дети имеют возможность выступать на всероссийских форумах, слетах, юнармиях. Соревнования будут проходить до 27 сентября. Победители слета представят республику на всероссийском военно-патриотическом слете «Союз», наследники победы, который пройдет в Казани. Юрий Осипов, Илья Сыромятников, Якутск. 27 сентября в 6:30 вечера в Центре спортивной подготовки «Триумф» состоится театрализованное представление «Свет над Арктикой». Мероприятие пройдет в рамках Северного форума по устойчивому развитию, посвященное Дню государственности республики. На репетиции побывал наш корреспондент Андрей Мухоплев. Театрализованное представление пройдет с участием ведущих артистов республики, представителей профессиональных учреждений культуры, спорта и молодежи.
наши зрители помнят вот в «Триумфе» в прошлом году к 125-летию нашего великого писателя аюнского мероприятия «Триумф Аюнского». Да? А вот 27 апреля мы проводили «Пою мое Отечество», тоже вот в «Триумфе», массовое театрализованное действие. А вот сейчас вот все имеет три, да, все случается 3 раза. Да, вот. 3-й раз проводим к Дню государственности. Вот это наше мероприятие «Свет над Арктикой». В мероприятии примут участие порядка 20 профессиональных коллективов. Все театры Якутска, филармония, хор, виртуозы Якутии и многие другие. Представление будет состоять из разных мифов, легенд Арктики. Аж начиная от легенды и мифа, назовем так, «Игра престолов» от этого фильма. Дело в том, что как многие фанаты, многие увлеченные в течение 8 лет зрители видели этот фильм, и они помнят, что главный герой Джон Сноу ушел на север, чтобы, во-первых, чтобы мир спасти, чтобы прийти к людям севера. Вот. С этого как бы парадоксальная мысль начинается, но на самом деле будет представлена вся культура, вся философия. Грандиозное шоу «Свет над Арктикой» состоится 27 сентября в 18:30 в Центре спортивной подготовки «Триумф». Вход свободный. Андрей Мухоплев, Павел Пахомов, Якутск. Мы продолжаем акцию, посвященную 75-летию победы над фашистской Германией. Сегодня на нашем канале «Якутия-24» в 21:00 смотрите фильм, изготовленный нашими коллегами 35 лет назад. Мы решили сохранить фильм в изначальном виде, не подвергая редакции и монтажу. Напомним, в кадрах хроники будут показаны герои тех лет, ветераны, о которых и по сей день мало что известно. Поэтому, если вы увидите знакомые лица, просим вас обратиться к нам в редакцию и рассказать об этом событии, либо о своих людях. Нам важна любая информация. Телефон горячей линии редакции 4208-88. В благодарность за участие в создании материала наш телеканал передаст в подарок этот видеофильм. Итак, напомню, акция «Мы помним» сегодня в 21:00 на нашем канале. Я завершаю на этом выпуск. Далее смотрите обзор новостей Ниренгринского района. Слово Александре Цибиковой.